на вот этих булочках заработали себе дом. Ну, то есть вы с нуля вот это сами все построили? Да, с нуля мы все построили сами, все. Мы, короче, начали с аленок, и вот добились вот результата. Да, вот этот дом мы взяли вот 20 лет назад, наверное, 21 год назад. Вообще я работала реализатором сначала. Я продавала чужие булочки, реализовывала. Ну, булочки хорошо шли, я смотрю, хорошо булочки идут. Но мы не знали, чем заняться вообще в жизни, как подниматься и вообще как зарабатывать на жизнь свою. Я пришла домой, мужу говорю, что давай будем, может быть, булочки делать, начинать как-то что-то. Может быть, у нас дела пойдут. Конечно, у нас сначала не получились, потому что секрет нам никто не рассказывал, что да как делается все. И мы, в общем, сами пробовали разные варианты. Каждый раз мы месили тесто, у нас лучше и лучше все время получалось. Сейчас ты туда положите 800. Угу. Дальше мы уже вот салат, ашляфу уже развивать начали. Потому что конкуренция уже пошла и на булочки. Мы как бы в свое время свое урвали, да? То, что надо было, как говорится. Когда Аллах дает, говорит, надо работать, надо зарабатывать быстрее, говорит, и куда-то вложить вот эти деньги. А вот на базаре то, что плохо, нет условий. Вот сделали бы нам воду, провели бы, чтобы мы здесь посуду мыли уже с проточной воды и полоскали, вот раковина была, потом помоечку куда выливать, яма была. Вот. А мы, представляете, из дома воду приносим каждый день. Я, например, воду привожу, знаете, 40-50 литров воды я привожу. Потому что я не могу просто так помыл, вот так сполоснул посуду, я так не могу. Мы действительно хорошо моем и хорошо полоскаем, воду постоянно меняем. Вообще я хочу, чтобы мое ашляфу стало брендом. Что сейчас, что мне ложить? Лапшу? Ты можешь пока уксус ложить, да? Давайте. Да, можно. 4, да? Да. Так хотелось заработать свой дом, так хотелось мне все заиметь свое. Я хотела, чтобы у меня был всегда свой бизнес. И вот, и мы пришли с мужем как бы к этому, да, вот. Было очень сложно, конечно. Я хочу сказать, что в любом бизнесе, в любом деле не бывает такого, что вот ты вот идешь, у тебя все ровно прям. Такого в жизни никогда не бывает. У тебя всегда будут падения, подъем, падение, подъем, падение, да? Но если ты упала, спотыкнулась, никогда не надо падать духом. Нужно подниматься и идти вперед. Просто надо, знаете, какой-то найти с мужем контакт, чтобы он тоже участвовал вместе с вами и в бытовой сфере, да, и в бизнесе. Должен всегда поддерживать женщину во всем и во всех делах, во всех отношениях.
Наверное, женщины самые выносливые, мне кажется. Я не боялась ничего, я только вперед, вперед, вперед шла.